Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана подписал указ о весеннем призыве военнослужащих. Туркменистан направит молодежь на обучение в вузы Румынии. Ашхабад примет международный показ моды и другие новости. В Туркменистане ведется подготовка к проведению 10-го заседания Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству. На предстоящем заседании будут обсуждены возможности углубления взаимодействия в торгово-экономической, топливно-энергетической, финансово-экономической и научно-образовательной сферах. Правительство Туркменистана одобрило предложение о направлении туркменских студентов в высшие учебные заведения Румынии на 2025-2026 учебный год по специальностям: информационные технологии, здравоохранение и медицинские науки, образование и педагогические науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, математика и естественные науки. Президент Туркменистана Сердар Бердамухамедов подписал указ о проведении увольнения в запас военнослужащих срочной службы и призыве новобранцев в апреле-июне 2025 года. Согласно документу, на военную службу будут призваны граждане Туркменистана мужского пола, которым исполнилось 18 лет, а также лица до 27 лет, потерявшие право на отсрочку. С 17 по 19 марта в столице Туркменистана состоится международный показ современной моды. Мероприятие, которое организаторы называют одним из главных модных событий года, соберет ведущих дизайнеров туркменской и мировой моды. Свои коллекции представят мастера из Дома моды Министерства текстильной промышленности Туркменистана, а также известные туркменские бренды Мехерли Зенан, Дженет Такты, Манасып, Нагышлы Гюзер, Гюлли, Аина Сари и Айпери. Мероприятие получит широкое освещение в престижных модных изданиях и телеканалах, включая Fashion TV, Vogue, Hello Russia и другие. С 19 марта в Ашхабаде начнет функционировать специальный автобусный маршрут номер 72 по направлению автокомбинат Туркменин-Ак-Уи. Данный маршрут вводится для обеспечения транспортного обслуживания граждан во время празднования Международного дня Новруз. Праздничные мероприятия будут проходить 21-22 марта в Этрапе Ак-Бугдай Ахалского вилаята. С 17 по 19 марта в Ашхабаде пройдет выставка, посвященная 17-летию создания Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Событие станет ключевой площадкой для демонстрации достижений туркменских предпринимателей за эти годы. Мероприятие состоится в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией 17 и 18 марта с 10 утра до 6 вечера, а 19 марта с 10 утра до 17:30 вечера. На вершине горы Эверест, высочайшей точки Земли, ученые сделали тревожное открытие, обнаружив присутствие микропластика в районе, где его появление представляется крайне маловероятным. Ученые выявили частицы микропластика в так называемой мертвой зоне, области, расположенной на высоте свыше 8000 метров над уровнем моря. Загрязняющие вещества были обнаружены не только в снежном покрове, но и в водных потоках на вершине горной системы. Хирургическая бригада из клиники при 4-м военном медицинском университете в городе Сиань впервые в Азии успешно выполнила трансплантацию почки от свиньи 69-летней пациентки. Спустя 6 дней после операции организм женщины не отторг донорские органы, а биохимические показатели крови вернулись к норме. Для трансплантации была использована почка от генетически модифицированной свиньи с несколькими отредактированными генами. Судейская бригада под руководством узбекского арбитра Ильгиза Танташева назначена на обслуживание товарищеского матча между сборными России и Гренады, который состоится 19 марта. Матч пройдет на московском стадионе «Динамо» и начнется в 22:00 по ашхабадскому времени. Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в итоговый состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи против Гренады и Замбии 31 игрока. Среди них оказался и 36-летний форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ахал обыграл Капидаг в матче 3-го тура чемпионата Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги. Встреча в Гёктепинском Этрапе завершилась со счетом 4-0 в пользу хозяев. Ахал, имеющий матч в запасе, набрал 6 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, опередив на 2 очка Мерв и Небичи. Капидаг занимает последнее, 8-е место с 0 очков. В других матчах дня Небичи дома сыграл в ничью с Шагадамом, а Мерв на выезде разделил очки с Ашхабадом. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.